Случай, который уже называют чудом медицины. Якутские врачи оживили пациента после 5 часов клинической смерти. Заснувшего на улице в 20-градусный мороз вернули к жизни благодаря уникальной методике. В конце марта мужчина из Мирного возвращался домой после застолья, но не дошел, сел на скамейку и уснул на морозе. Когда его обнаружили прохожие, признаков жизни уже не было. Бригада скорой помощи зафиксировала клиническую смерть, отсутствовали пульс, дыхание и давление. На кардиограмме прямая линия. По приезде скорой помощи было обнаружено, что пациента еще есть... смерть еще не наступила, биологическая, и имеется единичное дыхательное движение и очень редкий пульс. Поэтому пациент был доставлен в Мирнинскую центральную районную больницу экстренно, госпитализирован, сразу же поднят в реанимационное отделение, начаты мероприятия по активному согреванию пациента с общим переохлаждением. Руководил этой операцией врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Босиков. Вот он на кадрах спасает жизни других пациентов. Ранее Босиков занимал должность главного внештатного специалиста Минздрава Якутии по скорой медицинской помощи и внедрял методику размораживания при клинической смерти от переохлаждения. Дмитрий Босиков совместно со своими коллегами на протяжении 3 часов проводил согревание с помощью воды. Как только температура пациента дошла до традиционного значения, бригада приступила к нанесению электрического разряда. Тогда врачам удалось возобновить кровообращение. В условиях стационара это такой первый случай, потому что я как бывший работник скорой помощи, основная моя трудовая деятельность была на скорой помощи в выездной бригаде реанимации, интенсивной терапии. Поэтому мы всегда работали на этапе скорой помощи. Да? То есть это вне стационара, это где-то на улице в лучшем случае, или это какое-то там ангарное помещение. Вот. В условиях стационара я проводил такую реанимацию впервые. У каждой остановки сердца есть своя причина какая-то. Вот одна из таких причин – это общее переохлаждение, гипотермия, когда температура действует не локально куда-то на конечности, да, а она действует на весь организм в целом. И с одной стороны это плохо, потому что это вызывает остановку сердца, да, а с другой стороны вот это снижение температуры, оно замедляет метаболизм. И ткани отключаются, они перестают потреблять энергию, перестают потреблять кислород. И в такой ситуации при отсутствии кровообращения, получается, не происходит повреждение тканей. На самом деле эта методика, она давно известна, да? С 70-х годов она применяется, когда впервые пациентов начали подогревать, да, перед тем, как запустить снова кровообращение. Суть методики заключается в следующем. Температура тела пациента на старте около 24 градусов. Организм согревают постепенно, без резких перепадов. В течение нескольких часов температуру повышают до примерно 34 градусов. Врачи постоянно контролируют работу сердца, дыхания и сосудов. Это необходимо, чтобы избежать повреждения органов при резком нагреве. Только после стабилизации состояния начинается сердечно-легочная реанимация. Эту методику Дмитрий Босиков освоил еще в студенческие годы у своего преподавателя, профессора Рева Алексеева. На своем веку он избавил сотни пациентов от смерти и ампутации конечностей. Своего студента вспоминает с теплотой и признается, метод архисложный и требует соблюдения множества нюансов. Он у нас учился, мои лекции слушал. Он реаниматор, он проходит интернатуры и вся это. У нас же бывает, они видят, как это сделаете. Достает кислород и обратно отток идет через вены отработанный, да? Но притом по мере разогревания. А теперь, чтобы изнутри разогревать, надо, чтобы наружу отогрева не было. Если в комнате разогреваем, наружная поверхность будет отогреваться быстрее от действия комнатной температуры. И как только плюсовая температура будет, он произойдет жизнедеятельность, которая приведет к омертвению. Потому что кислорода нету, крови нету. Да? Поэтому
Вот пришли изнутри разогревать медленно, и снаружи надо, чтобы тепло туда не действовало. Получилось, что минус на минус дал плюс, причем в буквальном смысле. На морозе из-за переохлаждения сердце остановилось, однако низкие температуры замедлили обмен веществ в организме, защитив клетки мозга и других органов от гибели. Пациент все это время находился на искусственной вентиляции легких, конечно же, и далее уже после того, как пациент был выведен из искусственной комы и произведена экстубация трахеи, то есть вынута интубационная трубка из дыхательных путей, пациент был в сознании у нас полностью, в ясном сознании, полностью он осознавал и осознает, помнит события до, конечно, момента, когда он оказался в таком состоянии. И спустя 5 суток лечения в стационаре пациент был выписан домой без неврологического дефицита. Методика согревания тела изнутри активно применяется, начиная с 2018 года. Чаще всего метод использует бригада скорой помощи. Хоть они и работают вне лаборатории, в большинстве случаев им удается произвести согревание безопасно для организма человека. Как оказалось, подобные случаи не единичны и чаще всего происходят весной. Это происходит 3-4-5 раз, да? Просто разная степень. Кто-то приезжает в коме со спонтанным кровообращением, кто-то приезжает, как вот иногда бывает, да? Вообще с остановкой сердца. И это всегда происходит с марта по май. Вот, казалось бы, у нас начинается потепление, и вот это потепление, оно коварное, потому что когда мы ожидаем, что на улице минус 50, мы как бы к этому готовы, а здесь такая с утра температура, днем температура получается теплая, люди расслабляются, снимают пуховики, да? А вечером температура опускается ниже 20. И вот этот момент, он очень коварный. Это так описано, вот это явление, то, что с марта по май, оно описано прям в мировой литературе медицинской. В случаях обморожения, впрочем, как и чаще всего бывает в медицине, важна каждая минута. При остановке сердца мозг функционирует в течение 5-7 минут. Однако был операционный случай, когда при температуре 33 градуса мозг выдержал порядка 17 минут. Этого времени хватило, чтобы провести операцию на сердце. В 1974 году Мешалкин, кардиохирург, он останавливал сердце, и там пришивал клапан. Надо было 17 минут. Чтобы выдержал мозг, он что делал? Брал соленую холодную воду и орошал мозг. Мозг орошал и доводил до температуры плюс 33 градусов. И при 33 градусах мозг может выдержать отключение 17 минут. Вот температура на улице, скажем, минус 30 градусов, да? Да, происходит постепенное снижение температуры в конечностях и происходит снижение температуры тела. Вот представьте, и вот, конечно, охладились, и самое главное, голова охлаждает. Холод внутрь заходит через что? Через руки, ноги, через ушную вот это. Через ушную вот проход, через ноздрю, через череп, вот кожу. И начинает холод поступать внутрь. И начинает охлаждаться кровь. При охлаждении, при снижении температуры до 33 градусов, до 30 градусов, сердце начинает перевои, аритмия. Когда в дальнейшем снижении, где-то плюс 19-20 градусов, сердце останавливается. Сердце остановилось, но в мозгу температура какая? Та же, которая была. Тоже Да. 19. 19 градусов. Тоже 19. Наступила гипотермия. И при плюс 19 градусов мозг может выдержать вот это отключение сердца
5, 6, 7 часов. Жизнь пациента из Мирного удалось вернуть спустя 5 часов 34 минуты после остановки сердца. Самый главный вопрос – последствия. Однако все жизненно важные функции были сохранены. После курса лечения через 5 дней его выписали домой. А сам случай из Мирного стал уникальным и в очередной раз подтвердил, что самое главное – прийти на помощь вовремя.